Да. Хочу показать вам обложку 1985 года. Это советский экран. Узнаете? Я-то узнаю. Майкл Джексон? Больше никто не узнает. Ну, расскажите. Да, Это узбекская. эта история очень интересная была. Это выше или ниже вы узнаете? Какую? Ниже, ага. да, ниже, конечно. Да, это Сокора Банила. А ее имя – это мексиканская киноактриса. Это международный фестиваль. Тут я просто не помню, какой это был год. 85-й. 85-й. Тут написано, что это. Шестой. Но история такова. Базовое место кинофестиваля – это была гостиница «Россия». Там было несколько ресторанов, в одном из которых проходили постоянные встречи. Все артисты, кинорежиссеры приходили в этот ресторан. А я такой был вообще хитренький, я заранее заказал себе место на все дни. У меня был мой столик. И вот, значит, сидим мы как-то там вечером, битковой аншлаг, весь ресторан забит, вообще, ну, выпили, чуть-чуть закусили, идет один мой знакомый, говорит: слушай, Юра, тут пришла с показа одна известная актриса, ты не мог бы, она с мужем, не мог бы ее посадить к себе за столик? А у нас был 4-местный столик. Я говорю, ну, потеснимся, конечно, давай. Приходит Настасья Кински с мужем, в вот таком же вот халате, вот, узбекском, на голове тюбетейка, в таких шлепанцах с носами загнутыми. Она очень голодная была, голодная, кушать очень, видимо, не получилось, показ за показом там. И у нас, сами понимаете, там в 2 этажа, черная и красная икра, все. Я ей намазываю бутерброд с черной икрой, протягиваю, она меня берет, целует руку. Я вообще, вы знаете, ну и мы задружились так, в общем, у меня есть прекрасная фотография с ней там. Вот и в один из дней я встретился с Сокора Банилой. Значит, я просто днем обедал с моим приятелем. Выходит, подошла такая красавица просто такая, знаете, ну вообще. И вот так вот, честно говоря, вот все дни кинофестиваля, это был в первый день, а вот все дни кинофестиваля она не появилась ни на одном показе. Она просто забыла о том, что существует мексиканская делегация. Что она известная актриса, которая приехала представлять. Что идет московский кинофестиваль. Мы ее понимаем. Вот, собственно говоря, вот такой рассказ. Аплодируем. Сокора Баниле. Очень красиво. Я хочу сказать, что она тоже не может забыть эти дни и передает вам видео-привет. Мы нашли ее конечно, в Мехико. Внимание. Андрей, вы не в ЦРУ работаете случайно? Внимание. Юрий, я хочу сказать спасибо за всю любовь и страсть, которые были между нами, и за все прекрасные моменты, которые ты мне подарил. Мое сердце навсегда с тобой. 30 лет прошло, а я до сих пор жду тебя здесь. Мне бы хотелось быть рядом, обнять тебя, поцеловать, но ты в далекой России, а я в Мексике, в гримерке театра. Играю в очередном спектакле. Увы, я не могу быть с тобой. Возможно, моя мечта сбудется. Может быть, я приеду к тебе. Но не будем загадывать. Мне кажется, что чувства живые, что вот так. Андрю, ну ты вообще. Оперативная работа. Очень. Ну, все поклонники, сейчас поклонницы плачут. Ну, я могу сказать, Все что у нас плачут, не потому что произносилось любовь, никогда это оказывается. слово, но я сегодня могу абсолютно четко, с уверенностью сказать, что Юрий Антонов один из самых красивых музыкантов был на сцене, и он был всегда секс-символом. Это мои женщины всегда говорили. Но хочу сказать, что в доказательство того, что Юрий Михайлович действительно секс-символ, Сокора Баниле села на самолет и прилетела сегодня на эту программу, чтобы быть сегодня рядом с вами. Встречаем ее. Привет, привет, привет. Привет. Ну, проходи.
gusta. Я забыл сказать, что она любила очень красную икру, и вот она ее принесла. Она- Me lo dieron ahora. Что Para вы mí, учили para здесь, чтобы я В то, принесла в то время, когда в Советском Союзе было достаточно красной и черной икры, что особенно важно, она отказалась, она игнорировала черную икру, а только красную. И для нее было всегда, это какой-то был невероятный деликатес. Она ложками вот так, красную икру. Вот видите, это любого осталось. Юра, оставь, Ahora me lo regalaron a mí. Юра, Me lo оставь в entregaron. покое икру. Present. У вас прекрасный вкус. Великолепно выглядите. Давайте еще раз поприветствуем вашу гостью. Gracias. Спасибо, спасибо. Si tú tocas mi corazón, Если ты хочешь Me говорить vas о моем a сердце, 30 лет. и если потрогаешь мое сердце, ты поймешь. una emoción muy importante. Это такие son сильные чувства, они меня 30 просто años. разрывают. 30 лет. 30 años. 30 лет прошло. Fue un mes maravilloso. Мы провели Lo que с yo viví Юрием con такой este замечательный hombre месяц intenso, с этим настоящим increíble, мужчиной, галантным кавалером, un рыцарем. hombre carismático. Это был такой харизматичный amoroso, человек. В него невозможно detallista, было не влюбиться. Он был такой caballero, внимательный. Кавалер, как я уже caballero. сказала. Настоящий кавалер. Y cuando conocí a sus padres, Когда я познакомилась с его entendí por родителями, qué él я era поняла, así. почему он такой. Porque Потому что sus padres me он recibieron en унаследовал su это casa у con них. un Они amor, приняли con un меня у себя cariño. дома со всей любовью, с такой лаской, Fue muy- как будто я была уже членом их muy семьи. intenso y muy Это были hermoso. такие сильные чувства. a Я пережила través de такие mi приятные vida моменты, he что tenido через otros всю жизнь, compañeros конечно, у por меня было años. много романов в моей Pero lo que жизни, yo viví но ese то, что я mes прожила con за этот Yuri, месяц с Юрием, ha sido это lo más несравнимо ни с importante чем. de- Это было de un самым pasaje важным de mi vida следом в моей personal. жизни. Por eso estoy aquí. Поэтому я и здесь. Но хочу сказать, что Сакура приехала чуть раньше и прогулялась по Москве и показала те места, где она была счастлива. Внимание. Porque esta vez Некоторые las улицы в plumas Москве de Uruguay совсем не изменились. Гостиница «Россия» раньше была на этом месте. Мы познакомились, когда там проходил фестиваль. Там я встретила человека, о котором вспоминала всю свою жизнь. Он очень запал мне в сердце. Yuri Antonov. Я вспоминаю, как он обнимал и целовал меня на этом мосту. Это место полно для меня воспоминаний любви. Здесь тот же запах, я помню музыку, которая звучала здесь для нас. Ах да, я помню, как на этом мосту мы встречали рассвет. Вот именно здесь Юрий накинул на меня пиджак, и мы были на мосту до тех пор, пока не вышло солнце. Я говорю только по-испански, он по-русски, поэтому мы друг друга понимали только жестами. Да и вообще мы мало разговаривали. В основном мы обнимались, и я постоянно была в его объятиях. А вот это кольцо он купил мне в ГУМе. И эти серьги тоже там. А это Красная площадь? Мне бы хотелось знать, а Ленин еще там? Здоровья, хорошо, товарищ. No sé más. Да, да, да. А эти дети на этой фотографии? А это кто? Мы оставляли здесь машину и ходили. Мы с Юрой пешком обошли всю Москву. И, конечно, сейчас очень холодно, а тогда был июль, было тепло. И когда мне говорят «Москва», я отвечаю, что Москва для меня — это икра, шампанское и поцелуй Юры Антонова. Это все, что я помню.
Я хочу купить икру. Ее научил меня есть Юра Антонов. Это он виноват, что я тогда ела ее прямо ложками. Сейчас я возьму, чтобы его угостить. Вот так бывает вообще. А кольцо, покажите еще раз кольцо. Это вот это кольцо Юра подарил? Ah, claro. Да, вот, и Estos son серьги тоже. presentes que me dio Yuri. Это как раз те серьги, тогда- кольцо, которые подарил мне тогда Юрий. Тогда los это días. было Я всегда янтарь. их почти ношу с собой. Янтарь. Любовь. Да. Да, это ж любовь, шоколад, столько лет хранить это все. Он всегда что-нибудь дарил. То серьги, то шоколад, Вот то цветы. неожиданности, а. А песни слушаете его на Ютьюбе? Заходите? Могли бы. No, Нет. no, últimamente me envió una amiga un Одна CD, подруга y lo послала escuché- мне, lo прислала мне escuché en альбом. casa, Я могу pero no слушать его дома. constantemente, Ну, не ya han постоянно, pasado конечно. 30 años, Прошло yo- уже 30 лет, вы понимаете. Es toda una vida. Yo le envié Я a прожила Yuri большую hace como жизнь. 5 años un Я mensaje. y отправила no где-то quiso 5 лет назад saludarme, no сообщение quiso Юрию, saber и de он mí. не захотел уже Yo встречаться со estoy мной. aquí porque yo quiero, Поэтому porque жизнь yo quiero прожита. verlo, Я сама pero сюда ahora приехала no по me quiere собственной ver. инициативе. Я не Я получила, люблю его, наверное. я Я не уверена, слышу что он любит меня еще. Он не получил, наверное, у него уже сменились все адреса, явки, телефоны. Явки это точно. Подождите, а вы знали про эту историю? Sí, entonces no había. Конкретно нет. Я не знал про эту историю, Юр. Ну, Вовочка, Лето было что-то. Вов, ну у меня много историй, Да, которых история- мало кто Некоторые знает. другие я тоже Ну, знаю. Малахов узнает, если захочет. Расскажите, как ваша жизнь сложилась спустя 30 лет? Mi vida intensa. Yo Моя tengo- жизнь полна tengo una событий и familia, работы. У меня хорошая семья. tengo mis dos hijos que У меня 2 детей. y tengo 5 И у меня nietos. 5 внуков. Nunca me casé. Я больше не женилась, не вышла замуж с тех пор. Soy una mujer sola, feliz. Я одна, но я счастлива. Для меня было очень важно приехать сюда. Si fue tan significativo. Это un для меня mes был таким важным hace месяцем в 30 años, жизни, hoy 30 un лет día назад, es suficiente что сегодня, para estar один aquí, день, это ahora. будет достаточно для меня. Тем более, что, может быть, Юрий Михайлович не знает, но вы играли в сериале, который был мега популярен в Советском Союзе. «Богатые тоже плачут». У нас есть эти кадры, давайте посмотрим. Внимание. Los ricos también lloran. Сеньорита, мне нужно поговорить с сеньоритой Верхиней. Это я. Нам сказали, что вы можете сообщить нам о состоянии одной пациентки. Ее зовут Чоли. Ей недавно сделали операцию. Да, ее оперировали вчера. Она плоха. Я дам вам деньги, которые нужны для того, чтобы купить все необходимое. Пожалуйста, сделайте все, что нужно. Спасите ее. Сеньора, как я рада. Похоже, все жалеют эту сеньору. Садитесь, подождите немного. Я сделаю все необходимые распоряжения и тут же вам сообщу. Ну что, следующая встреча, я думаю, будет в Мексике. Вы должны все-таки посетить эту страну. Sí, ya puede. Так ya, далеко. ya Уже no может. tiene pretextos. Теперь Ya у него puede ir a уже нет México. предлогов, чтобы не доехать до Мексики. Причем он приедет не один, а вместе со своей сестрой, которая теперь переехала в Москву да. и живет здесь. С бабушкой, с дедушкой. Младшая сестра Юрия Михайловича Жанна Антонова сегодня у нас в гостях. Сестра. Да, и садись. Здравствуйте. ¿Quieres que yo me siento acá? ¿Tú acá? ¿Cómo estás? Как дела? Очень приятно. Susana, Socorro. Socorro. Mucho gusto. Очень Un приятно. placer. Очень приятно познакомиться с вами. Но брат говорит, что еще несколько лет назад вы жили в Беларуси и сейчас переехали в Москву. Да. Вот 3 года уже я живу в Москве. Ну и как, не скучаете? Ну почему скучаю? Там у меня дети, внуки. И здесь у меня тоже сын. Ну, так получилось. Я считаю, что каждого мужчину, когда он возвращается с работы или с гастроли, или с театра, или с концерта, дома должна ждать женщина. И не имеет значения, мама это, сестра или это бабушка. Но обязательно в доме должен быть живой, родной человек. Вот я его всегда жду с концертов.
поскольку бы он не приехал. La familia es la familia. Семья – это семья. Да. Но в одном из интервью вы сказали, что Юра – это мамин сын, мама им очень гордилась, а вы папина дочка. А вы знаете, что достаточно поглядеть на фотографии, посмотреть. Юра похож на маму, а я похожа на папу. И мама всегда была с Юрой ближе в том отношении, что за ним нужен был глаз да глаз. За мной смотреть не надо было. Я делала уроки, я была послушной. Хорошо. Вообще мамка была ураган просто. Володя Матинский знает.